Аквапонная ферма как способ ведения сельского хозяйства. Здесь выращивают рыб и растения без грунта. Проще говоря, внизу самоочищающийся аквариум, наверху настоящие грядки. Естественные отходы от рыб, которые обычно загрязняют аквариум, здесь служат натуральным удобрением. Во многих странах этот метод пользуется огромной популярностью, но не у нас. Поэтому ученые из Иннополиса разработали уникальный проект для студентов и учеников школ – тренажер по управлению аквапонной фермой. В первую очередь, наше приложение реализовано для популяризации сельского хозяйства именно в нашей стране, так как профессия сельскохозяйственника идет у молодежи ассоциация, то, что необходимо работать на комбайнах, на тракторах, в коровниках и так далее. Максим – один из создателей тренажера. Это та же аквапонная ферма, только в электронном виде, где ученики в доступной игровой форме могут изучить и управлять фермой, моделируя различные ситуации. Проект аквапонной фермы, как вообще он состоит? Здесь мы можем увидеть последовательность всех агрегатов, откуда выливается вода и какие этапы фильтрации она проходит. Ученикам на выбор 3 типа рыбы и растений. Стерлядь и базилик, карп и салаты, тилапия и томат. По мере игры урожай растет, но если ученики не справляются с заданием, растения засыхают и гибнут рыбы. Все это отражается на экране в режиме дополнительной реальности. Я тоже решил принять участие в игре и сейчас выращиваю карпы и салат. Но уже есть первая ошибка – это низкая температура воды в аквариуме. Ее можно решить 2 способами. Это слить воду и добавить новую, теплую, или же просто включить обогреватель воды, что, собственно, сейчас я и делаю. И теперь уже в режиме дополнительной реальности мы можем посмотреть, как растут карпы и салат. Планируется, что проект тренажера аквапонной фермы найдет применение в кванториумах и школах. Уже в скором времени программно-аппаратный комплекс разработки Cassandra Group будет передан на апробацию Министерству образования Татарстана. Ленар Гинатуллина, Андрей Тальцев, ТНВ, Казань.